Знания Адама Саутиева уже 2 года впитывают учащиеся первой школы в Вознесенском. В 2022 году он стал одним из 7 победителей конкурса «Земский учитель». Физика в школе ждали давно, дети очень полюбили нового преподавателя и надеются, что он останется с ними надолго. Адам, в свою очередь, совсем не ожидал, что станет победителем. Смотря новости, я увидел, что у нас в республике уже были победители в различные села, там Мужичи, Галашки, в этих вот районах. И я решил, если будет вакансия на направление физика, то я приму в этом участие. До последнего сомневался, но так сложилось, что именно победителем жюри выбрал меня. В Ингушетии по федеральной программе «Земский учитель» планируется трудоустроить 8 учителей по востребованным педагогическим специальностям – иностранный язык, математика и литература. Чтобы подать документы, участникам необходимо соответствовать определенным критериям. Это возраст до 55 лет включительно на момент подачи заявления, наличие гражданства Российской Федерации и наличие высшего либо среднего профессионального образования, соответствующего квалификационным требованиям. В этом году вакансии размещены в школах сельских поселений Малгобекского, Назрановского и Сунжского районов. Право получения единовременной выплаты предоставляется по результатам конкурсного отбора. За прием заявлений и регистрацию претендентов отвечает Институт повышения квалификации работников образования Ингушетии. Суть проекта заключается в обеспечении сельских школ учителями. То есть учитель по результатам конкурсного отбора, в случае, если он побеждает, переезжает в село, заключает контракт на 5 лет и получает компенсационную выплату размером 1 миллион рублей. Недостатков преподавателей в республике нет, но сильные учителя редко устраиваются в сельские школы. Данный проект стал хорошим бонусом, который привлечет их к работе. Федеральная программа реализуется уже более 3 лет. За это время в Ингушетии трудоустроились 15 педагогов. Все они успешно работают на благо республики. Амина Зязикова, Джамалей Султыгов, Магаз 24.